Всем привет, это Кинолания. Наступил октябрь, а это значит, что каждую неделю у нас громкая премьера. Вы вообще видели график премьер на этот месяц? У нас Джокер, затем Гемини, Малефисента и второй Зомбиленд. В общем, месяц обещает быть просто убойным. Но давайте сконцентрируемся на фильме, который мы все так ждали. Да, Джокер наконец стартовал на больших экранах. Тот самый Джокер, который, кажется, поднял экранизацию комиксов на совершенно другой уровень. Тот самый Джокер, который, кажется, покорил и кинокритиков, и простых зрителей. Он взял главный приз на Венецианском кинофестивале и теперь прямым курсом движется к Оскару. Перед вами история становления одного из самых известных злодеев мира комиксов – культового клоуна Джокера. В начале фильма он Артур Флек, комик-неудачник, который живет с больной матерью, страдает депрессией и имеет целый набор психических расстройств. Его попытки вызвать у людей улыбки натыкаются на жестокость и равнодушие, и все это будет в нем абсолютное зло – Джокера. Так что же в Джокере такого, чего не было в других комиксах с миллиардными сборами? Давайте по пунктам. Первый – это сценарий. Зрители настолько устали от шаблонных сюжетов комиксов, что глубокий и реалистичный Джокер для них как глоток свежего воздуха. Фишка в том, что это не фантастическое кино о супергероях, скорее жестокая драма о сломленном человеке, доведенном до безумия окружающим миром. Я думал, что моя жизнь трагедия. Но сейчас понял, что это комедия. Вообще удивительно, что такую суровую ленту снял создатель самых веселых комедий последних лет. До работы над Джокером Тодд Филлипс был известен в основном тремя мальчишниками в Вегасе. Именно поэтому не все были уверены в успехе проекта, и многие относились к нему с долей скептицизма. Очень зря. В своем фильме Тодд Филлипс не пытался следовать за другими комиксами. Он вдохновлялся фильмами Мартина Скорсезе. «Таксист» и «Король комедии» буквально сквозят в каждом кадре Джокера. И еще наличие Роберта Де Ниро как красивая отсылка и дань уважения к культовым фильмам прошлого века. Это сильно. Ну и раз уж мы заговорили об актерах, нужно сказать главное. Хоакин Феникс до безумия гениален в этой роли и заслуживает как минимум номинации на Оскар. Он проделал фантастическую работу, пытаясь понять и создать своего героя с его болью, отчаянием и безумным смехом. Понятно, что Фениксу не избежать сравнений с Хитом Леджером, Джеком Николсоном и даже, прости господи, Джаредом Лето, но важно понимать, что Джокер Феникса, он другой. Нам покажут не то, как он творит зло, а то, почему он это делает. При этом никто не будет романтизировать или оправдывать поступки Джокера. Он останется злодеем, просто теперь его мотивы станут более понятными. А если вы ждете Бэтмена в этом фильме, то нет, его тут не будет. Зато будет отец Брюса, Томас Уэйн, который сыграет очень важную роль в становлении Джокера. А вообще помните, у этого фильма рейтинг 18+, а значит кино будет жестоким и абсолютно не предназначенным для детей. Вообще Джокер шедеврален именно как цельное произведение киноискусства, где каждый член команды сделал свою работу на 110%. Великолепная картинка, потрясающая музыка, сценарий и гениальная игра актеров – все это создает давящую атмосферу, будто осязаемую, ощущение полной безнадеги. Это умное и тонкое кино, которое обязательно нужно посмотреть. Хотел попросить. Да? Будешь объявлять? Назови меня Джокер. Ну а если суровое и тяжелое кино не для вас, то на больших экранах вас ждут мультик, романтическая комедия и удалой боевик из Голливуда. В общем, новинки максимально разные. И детей, и взрослых в кино ждет мультфильм «Эверест». Это волшебная история девочки Лу, которая случайно находит в центре города большого и доброго йети. Девочка с друзьями решает помочь Эвересту, а именно такое имя они дают мохнатому, вернуться домой. Им предстоит добраться до самой высокой вершины мира и спасти йети от ученых из сверхсекретной лаборатории.
В кино стартует романтическая комедия «Ты умеешь хранить секреты» с Александрой Дадарио. Главная героиня возвращается домой из жутко неудачной командировки на самолете, при том, что жутко боится летать. Само собой, она хлопает пару бокалов, и вдруг самолет начинает трясти. Немного окосевшая Эмма начинает вываливать свои секреты сидящему рядом мужчине. И все бы ничего, вот только он окажется ее будущим боссом. На больших экранах также стартовал отечественный фильм «Волшебник». Популярный в прошлом рок-музыкант Ефим влачит жалкое существование, предаваясь разгульному образу жизни. Все меняется, когда уроки на гитаре у него начинает брать мальчик Рома, страдающий ДЦП и мечтающий завоевать сердце красотки Маши. Ну и новинка для поклонников Болливуда – боевик «Бой». Еще вчера Халид и Кабир были друзьями, напарниками и воевали на одной стороне. А теперь Халид получает приказ уничтожить своего бывшего наставника, перешедшего на сторону врага. Они знают сильные и слабые стороны друг друга и безошибочно бьют в цель. Бой будет не на жизнь, а на смерть. Ну а если вам и этого мало, напоминаю о фильмах, которые идут в кинотеатрах уже не первую неделю. Ну, вдруг вы пропустили. И здесь сегодня обязательно должен был быть Хоакин Феникс. «Гладиатора» все и так уже смотрели, а многие и не один раз, поэтому здесь будет мой любимый фильм с Фениксом. Называется он «Она». Феникс играет здесь Теодора, который зарабатывает тем, что пишет письма. Он абсолютно одинок, у него нет друзей, а жена бросила его год назад. И тогда он решается купить новую техническую разработку – операционную систему с искусственным интеллектом. Вот только Теодор не мог даже предположить, что найдет в ней практически родственную душу. Вообще история любви и дружбы человека и робота тема довольно избитая, но так красиво, как Спайк Джонс, ее не рассказывал, пожалуй, никто. Операционная система по имени Саманта будет слушать Теодора, смеяться над его шутками, разделять его интересы. И понятно, что абсолютно одинокий герой влюбится в нее, и эта любовь даже не будет казаться безумием. Актеры делают свою работу на 100%. Хоакин Феникс здесь мягкий и уютный, добрый и очень грустный человек. Эми Адамс, сыгравшая одну из своих лучших ролей. Ну и Скарлетт Йоханссон, чьим голосом говорит Саманта. Она, по сути, настоящая звезда картины. А еще атмосфера, на которую работает все, от теплой желто-оранжевой цветовой палитры до музыки, которая заставит вас улыбаться. Этот фильм идеально подойдет для спокойного, уютного вечера, когда вам хочется от кино красоты и оригинальности. Если у вас именно такое настроение, «Она» – фильм для вас. Ну а у нас на этом все. Смотрите хорошие фильмы и увидимся в кино.